Новая карантинная фитосанитарная лаборатория компактно разместилась в здании 5-го корпуса Кабинета министров республики. Ремонт вместе с установкой оборудования занял более полугода. Теперь специалисты получили возможность работать в комфортных условиях. Лабораторию посетил президент Рауль Хаджимба. Мы занимаемся над выявлением карантинных организмов, но не только карантинных вредителей, болезней, но однозначно еще мы выявляем, очень важно выявление некарантинных болезней, некарантинных вредителей. Потому что наличие некарантинных болезней и вредителей могут быть причиной угрозы, что они могут принести большой ущерб, нанести завозимому материалу, уничтожить ценные образцы и стать источником заражения всего материала. По словам заведующей лаборатории Майи Шинкуба, в Абхазии нередко выявляются опасные вредители. Увеличение их популяции в последнее время связано с несколькими факторами. Не было такой картины, потому что в советское время, еще до войны, не было заброшенных никаких участков. Везде проводились своевременные мероприятия. Но вы видите, какая сложилась ситуация в силу всего этого, то есть дает возможность для распространения этих вредителей и болезней. Потом, конечно, во время Олимпиады, это однозначно, могу я сказать, что многие вредители попали именно оттуда. На протяжении определенного времени в Абхазии было выявлено всего лишь одно карантинное заболевание растений – белая ржавчина грибкового происхождения. Специалисты оперативно устранили очаг его распространения. Рауль Хаджимба призвал сотрудников Государственной инспекции по карантину растений действовать согласно своим полномочиям, а именно вовремя определять наличие возбудителей болезней, применять необходимые санкции и оповещать ответственные службы о необходимости проведения тех или иных работ. Если есть уже возможность работать такого рода лаборатории, то должны быть и соответствующие меры после выявления этих заболеваний. То есть должна быть законодательная база, которая будет регулировать вопросы запрета ввоза, локализации этих болезней и соответствующих мер воздействия на тех, кто занимается ввозом, предположим, тех или иных видов продуктов, или растительного происхождения, или другого какого-то товара. Установленное в лаборатории современное оборудование позволяет специалистам на месте проводить различные виды исследований. Прежде всего, это такие виды экспертиз, как фитопатологическая, бактериологическая, гельминтологическая, энтомологическая, а также экспертиза на выявление сорных растений. Энтомологическая экспертиза растительных материалов и почвы является одним из ответственных звеньев в системе карантинных мероприятий по охране наших садов, полей, лесов, складов от заноса, завоза опасных вредителей. От результатов энтомологической экспертизы, проводимой в лаборатории, зависит проведение тех или иных мероприятий по отношению к ввозимому материалу. Фитосанитарная лаборатория функционирует в республике многие годы, однако только сейчас у специалистов появилась возможность проводить полноценные исследования, что должно принести положительные результаты и сделать борьбу с различными вредителями и заболеваниями растений более эффективной. Амилия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.